Рад вас всех приветствовать. Давайте мы поднимемся на наши ноги. Если кто-то есть внизу, пожалуйста, проходите наверх. Давайте мы будем делать то, ради чего мы сюда пришли. Мы будем славить Бога, мы будем совершать богослужение. И сначала давайте помолимся, благословим это собрание, этот день. Отец Небесный, Господи, отдаем это собрание в руки Твои и просим Тебя, Господь, делай, что Ты хочешь, двигайся, как Ты хочешь, Господи. И дай нам послужить нашим братьям и сестрам, и Ты послужи нам через наших братьев и сестер во Христе. Мы благодарим Тебя за то, что мы можем приходить сюда своими ногами, радоваться, славить Тебя, наполняться Духом. И мы просим Тебя, Господь, веди это собрание. Еще раз уповаем на Тебя, отдаем все в Твои руки. И весь Божий народ сказал аминь. Давайте мы Господу аплодисменты дадим. Аллилуйя, Господь, Ты достоин. Изливается сила здесь в этот час, в это время. Мы неразделимы, едины, все мы ждем Его. Изливается сила здесь в этот час, в это время. Мы неразделимы, едины, все мы ждем Его. Словно мощный ветер несется над землей. В нем сила пробуждения Божия, и здесь свой огонь. Пусть он горит во мне, словно мощный ветер несется над землей. В нем сила пробуждения Божия, и здесь свой огонь. Пусть он горит во мне, пусть он горит во мне. Все мы дети Господни, и все мечты Его наши. Пусть же придет во всей силе Царство Твое. Словно мощный ветер несется над землей. В нем сила пробуждения Божия, и здесь свой огонь. Пусть он горит во мне, словно мощный ветер несется над землей. В нем сила пробуждения Божия, и здесь свой огонь. Пусть он горит во мне, пусть он горит во мне. Ничто не погасит Твоей любви, подобно пожару огонь горит. И пусть он сильнее горит во мне, пусть он горит во мне, словно мощный ветер несется над землей. В нем сила пробуждения Божия, и здесь свой огонь. Пусть он горит во мне, словно мощный ветер несется над землей. В нем сила пробуждения Божия, и здесь свой огонь.
ждем его, все мы ждем его. Душа моя поет, душа моя поет, твоя любовь меня к тебе зовет. Душа тебе поет, душа тебе поет. Мы будем петь и славить, восклицать, сердцем всем хотим тебе хвалу воздать. Мы будем петь и славить, восклицать, сердцем всем хотим тебе хвалу воздать. Душа моя поет, призвал меня ты милостью своей. Душа тебе поет, душа тебе поет. Мы будем петь и славить, восклицать, сердцем всем хотим тебе хвалу воздать. Мы будем петь и славить, восклицать, сердцем всем хотим тебе хвалу воздать. Что лучше может быть любви твоей? Что лучше милости твоей, ведущей нас домой к тебе? Что лучше может быть любви твоей? Петь и славить, восклицать, сердцем всем хотим тебе хвалу воздать. Мы будем петь и славить, восклицать, сердцем всем хотим тебе хвалу воздать.
Он достоин всей славы. Великий Бог, в Твое присутствие хотим, великий Бог. Перед Тобою мы стоим, великий Бог, и простираем руки наши в небеса. Мы жаждем, великий Бог, поставь печать в наших сердцах рукой своей. Хотим напиться живой воды Твоей. Мы жаждем Тебя, превозносим, поклоняемся Тебе. Мы превозносим, поклоняемся Тебе. Мы превозносим, мы славим имя Твое, Господь, превыше небес. Превозносим, поклоняемся Тебе. Мы превозносим, поклоняемся Тебе, мы превозносим, мы славим имя Твое, Господь, превыше небес. Великий Бог, безмерною любовью возлюбивший нас, своей великой жертвой вдохновивший нас. О, мы жаждем, великий Бог, поставь печать в наших сердцах рукой своей. Хотим напиться живой воды Твоей. Жаждем Тебя, превозносим, поклоняемся Тебе. Мы превозносим, поклоняемся Тебе. Мы превозносим, мы славим имя Твое, Господь, превыше небес. Превозносим, поклоняемся Тебе. Мы превозносим, поклоняемся Тебе, мы превозносим, мы славим имя Твое, Господь, превыше небес. Мы превозносим Тебя, мы превозносим Тебя, мы превозносим Тебя, Святой Господь, мы превозносим Тебя. Мы превозносим Тебя, мы превозносим Тебя, Святой Господь, превозносим, поклоняемся Тебе, мы превозносим, поклоняемся Тебе, мы превозносим, мы славим имя Твое, Господь, превыше небес. Превозносим, поклоняемся Тебе, мы превозносим, поклоняемся Тебе, мы превозносим, мы славим имя Твое, Господь, превыше небес. Мы превозносим Тебя, мы превозносим Тебя. Мы превозносим Тебя,
хочу познать долготу и высоту Твоей совершенной любви. Я хочу пережить встречу с Тобой. Прикоснись ко мне, Дух Святой, дай крепко утвердиться, укорениться в Тебе. Дай крепко утвердиться, укорениться в Тебе. Я хочу познать долготу и высоту Твоей совершенной любви. Я хочу пережить встречу с Тобой. Прикоснись ко мне, Дух Святой, дай крепко утвердиться, укорениться в Тебе. Дай крепко утвердиться, укорениться в Тебе. Слава Твоя здесь, она накроет нас цунами Твоей любви. Слава Твоя здесь, она накроет нас цунами Твоей любви. Слава Твоя здесь, она накроет нас цунами Твоей любви. Слава Твоя здесь, она накроет нас цунами Твоей любви. Дай крепко утвердиться, укорениться в Тебе. 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 Я хочу больше, я хочу выше, я хочу глубже, глубже Тебя. Я хочу больше, я хочу выше, я хочу глубже, глубже Тебя. Я хочу больше, я хочу выше, я хочу глубже, глубже Тебя. Я хочу больше, я хочу выше, я хочу глубже, глубже Тебя. Дай крепко утвердиться, укорениться в Тебе. Дай крепко утвердиться, укорениться в Тебе. Дай крепко утвердиться, укорениться в Тебе.
Аллилуйя, Господь. Пусть каждое сердце укоренится в том Слове Твоем, Господь, что мы Твои дети, Иисус, и Ты нас никогда не оставишь, Господь. Ты нашел меня, и избавлен я Тобою, Спаситель мой. Побежден мой страх и повержен враг. Теперь я навеки Твой. Я не буду рабом греха, ведь я дитя царя. Я не буду рабом греха, ведь я дитя царя. До рождения Ты избрал меня, с любовью мне имя дал. Я родился вновь через Твою кровь, Твоим я навеки стал. Я не буду рабом греха, ведь я дитя царя. Я не буду рабом греха, ведь я дитя царя. Мигэн буду выганыл бы ты, Иисус быгачы. Куталыгайды, өздөктөн үрдү, бейегер таланылы. Аны кута болбакпы, Иисус оғотобу. Аны кута болбакпы, Иисус оғотобу. Терминиттен мигин талбыты, таптаңына бербити. Иисус ханына саңарды төрөп, эйене мин болбуту. Аны кута болбакпы, Иисус оғотобу. Аны кута болбакпы, Иисус оғотобу.
дитя царя, что я дитя царя. Я не буду рабом греха, ведь я дитя царя. Аллилуйя, Господь, благодарим Тебя за милость Твою, благодать. Господи, спасибо за наше прославление, за медиакоманду, Господь. Благослови их и дальше, Господи, чтобы они развивались, чтобы все становилось лучше и лучше, Господи. И все сказали аминь. Давайте мы прославлению аплодисменты дадим, молодцы. Кто заметил, у нас разница в звучании, лучше, да, стало? Вот медиакоманде давайте мы тоже аплодисменты дадим. Вот реально молодцы, звукорежиссеры, все, кто выводит букву, вот там Давид, Алена, Илья. Давайте мы им тоже поаплодируем. Просто круто, молодцы. Слава Богу. Вы не садитесь, у нас добрая традиция, не будем ее нарушать. Пару минут буквально возьмем. У нас людей прибавилось, пока прославление шло. Если вы видите человека первый раз, минимум 3 людей, подойдите и благословите, скажите что-нибудь хорошее. Или вы кого-то давно не видели, и вы хотите, да, можно уже начинать. Давайте будем радоваться общению. Слава Богу. Хорошо, и пока у нас идет общение, можно пригласить детей вперед. Дети, подростки, пожалуйста, перед сценой выходите. Мы за вас помолимся, благословим вас. Вы знаете, что мы это делаем на каждом собрании. Не-не-не, вот да, туда, вниз. На сцену подниматься не нужно. И вы знаете, что я всегда призываю вас не ограничиваться только собранием, когда мы здесь за них молимся и благословляем. Ничто не заменит родительское благословение. Ничто не заменит добрых слов. То есть, что такое благословлять? Благое – это хорошее, да, современным языком. Поэтому говорите хорошее в жизнь ваших детей, провозглашайте это. Потому что что? Слова, они имеют значение. Вы знаете, если человеку, даже самому талантливому, говорить постоянно, что он тупой, знаете, как минимум у него самооценка, она будет не очень высокая, и по жизни у него будут проблемы. Я вам точно гарантирую. Но если даже ребенку, который не успевает в чем-то, и говорить ему, что ты можешь и что ты талантлив, знаете, у него будут силы. Потому что успешным становится не тот, кто особо талантлив, кто в возрасте, вы уже это понимаете, но тот, кто не отступен, да? Тот, кто не сдается, идет до конца. И поэтому благословляйте, говорите что-то хорошее своим детям.
Не знаю, у меня чуть ли не проповедь сейчас уже начнется, наверное, на эту тему. Знаете, но я думаю, что это нужно сказать. Знаете, когда ребенок приходит со школы, вот очень важно вот первые 5 минут. Вообще любой человек, когда домой заходит, если вы говорите что-то хорошее, как здорово, что ты пришел, и ты радуешься, это совсем другое, чем если ты опять опоздал, где шлялся и так далее. Знаете, если встречать такими словами, никто домой не захочет. Знаете, получается цепная реакция, он будет еще где-то ходить. Поэтому говорите хорошее, благословляйте их. Давайте мы помолимся за них. Отец Небесный, Господи, я прошу Тебя, благослови каждого ребенка, каждого подростка в нашей церкви, также всех детей, Господи, кто в нашей церкви, но кто-то уехал учиться, кто-то отсутствует по каким-то причинам где-то на каникулах, Господи. Мы благословляем всех и каждого всяким Твоим благословением. Господи, я прошу Тебя, пусть Твоя рука будет над ними, уберегая их от всякой болезни и от зла во все дни их жизни, Господи. Вот этой осенью, Господь, сейчас опять грипп и вирусы. Я провозглашаю, что всякая болезнь обойдет их стороной. Никакой вирус не причинит им вреда во имя Иисуса. Легкий насморк – это максимум, что будет. Просто чихнули, и все ушло во имя Иисуса. Пусть будет так у них. Господь, я прошу Тебя также за всех школьников, за всех, кто чему-то обучается, Господи. Дай им хороших учителей, дай им хороших наставников. И прежде всего, Господи, мы просим Тебя также о том, чтобы и каждый из них в свое время принял правильное решение, выбрал Тебя, выбрал жизнь, Господь, осознанно. И мы просим Тебя, чтобы их жизнь, она была наполнена чудесами. Пусть каждый из них в своем сердце знает, что есть великий Бог на небесах, великий Отец, к которому можно прийти, просить и быть услышанным, и получать. Пусть будет так. И все сказали аминь. Да будет так. Все, ребята, можно, кто на детское, кто в зале, в зал. У нас так много всего сегодня. Надеюсь, мы не будем затягивать. Меня уже несколько людей спрашивали, у нас, вы видите, появились панели такие, которые стоят. Это еще не все даже. Я сразу отвечу на все вопросы. Это звукопоглощающие панели, чтобы звук у нас был еще лучше. И эти панели, они должны висеть вот здесь только на сцене. Но вот люди, строители, мастера, кто у нас над этим работал, человек, он заболел. И как я не пытался его, то есть совсем голова болит, температура высокая. В общем, мы кое-как хоть это забрали, повешать не успели. Молитесь, Господь даст, к следующему воскресенью мы повешаем их, как они должны быть. Еще раз, это не звукоизоляционные, это звукопоглощающие панели для того, чтобы у нас не было эха в зале. Чтобы, знаете, вы заметили, что у нас звук лучше сегодня? Не только благодаря панелям, они пока внизу стоят, не там, где они должны быть, но мы просто работаем над этим, и я думаю, что настанет тот момент, когда, нам уже не стыдно, я скажу честно, прямо я радуюсь, потому что, у нас здесь в нашем здании лучше звука еще не было. Вот мы прямо из славы в славу, слава Богу, я просто так радуюсь, потому что мы над этим долго работали. И когда, помните, мы собирали всякие вещи, мы переходили на цифру, мы что-то делали, и все сразу оно было, вообще не очевидно. То есть и я видел со сцены, когда я говорю, сколько денег мы потратили, и люди сидят такие, и мы сейчас подходим к тому, к чему мы вообще стремимся. Более того, я вам скажу, что я вчера встречался со светохудожником, не побоюсь этого слова, человек, который занимается художественным оформлением сцен, светопрофессионал. И вообще, это, знаете, вот как человек, который, как вот у нас звукорежиссер, которого мы приглашали, Ренат, вот это тоже человек сразу меня расположил к себе, потому что он все понимает, все знает и оперирует нормальными бюджетами. То есть, когда я ему говорю, что у нас, нам нужно как можно лучше, но потратить как можно меньше, знаете, вот где-то золотую середину найти, он все понимает. И я к чему это? Это к тому, что у нас вот очередной этап, нам нужно сделать свет. Просто вы замечаете, вот я, например, хожу по сцене, и когда, например, я далеко, мы лампочки какие-то развернули сюда, и почему мы не включаем здесь свет? Потому что когда бывают очень резкие тени, и все это выглядит не очень. У нас свет совсем не тот, какой он должен быть. И там тоже должно быть все получше. Вот. Тут уже нужно просто довериться, что будет хорошо. Вот. Молитесь за это также. Что еще? Я сейчас передам микрофон. У нас есть несколько
как объявлений до того, как мы начнем собрание. А где Мария? Я просто смотрю, как бы, то ли, ну, в общем, нет, не дождетесь. Здравствуйте. Я опять по своей теме. Так, включите, пожалуйста. Вот, наша тема. Второй год мы занимаемся. Я сейчас немножко тоже про прошлый год расскажу, потому что у нас есть новенькие, да, и расскажу на сегодняшний момент, что у нас происходит именно по этому году. Значит, мы в прошлом году начали организацию сбора средств на подарки для детей из малообеспеченных семей, малоимущих семей, ну и детей с трудной жизненной ситуацией, да. Вот, и мы назвали значит, наше мероприятие «Рождественское чудо». Хочется, чтобы вот, наш строительный округ, дети в нем, они, у кого трудная жизненная ситуация, они знали, что у них в этом районе есть церковь, куда они могут приходить. У нас очень классное детское служение, молодежное служение, да, и вот для этого мы, в общем, начали делать вот это наше мероприятие. Дальше. Список детей у нас в прошлом году, у нас получилось 21 семья. Это было 55 детей. Дальше. И у нас такие классные коробочки у нас есть при церкви, да, и мы туда тоже положили подарочки. Дальше. Также мы каждому ребенку вручили приглашение на рождественское мероприятие наше. У нас была очень классная постановка от нашей молодежи, от детей. Вообще было очень классно, и очень много людей к нам пришло. Также у нас были пожертвования вот в виде детской Библии, да. Я сейчас вообще с людьми общаюсь, и очень многие, оказывается, в детстве читали Библию. Она у меня тоже была, но почему-то я ее не читала. Я не знаю, почему это так произошло, но вот это она вот с нашего детства, да, идет. Дальше. Также были пожертвования в виде канцелярских товаров. Дальше. Сладостей. Дальше. И таким образом мы еще приобрели игрушки, но игрушки они были не такие вот там, на один день, так скажем, да, именно развивающие. То есть максимально мы, то есть у меня есть дочь, и благодаря ей как-то очень удобно и интересно, полезно покупать подарки именно по возрастам. Вот. Мы приобрели 50 подарков, потому что 5 малышей были, и вот у нас было 50 больших комплектов. Дальше. И наша молодежка нам помогала собирать такие, видите, вот на столе лежат медвежата, на самом деле это полотенца. То есть мы из полотенец сделали медвежат, чтобы было приятнее получать подарок. Это мы все упаковали, то есть каждый ребенок получил средства личной гигиены для того, чтобы это прям была их шампунька, да, их зубная паста, щетка, понятно, и упаковали в такие упаковки. Пакетики, да. Также мы нарисовали карту для тех, кто развозил подарки, для удобства выстраивания маршрута, кому что отвозить, когда и кому звонить, все номера указали. Вот такие семьи, некоторые семьи мы успели сфотографировать, некоторые нет, но видно, что все дети рады. Вот такие у нас чукурушки, получили подарки. И молодежное служение тоже нам помогало, тоже это очень, я думаю, что очень хороший вклад, да, молодежи тоже, детей, чтобы они увидели, как это все. В прошлом году мы собрали 63 тысячи, из них было все куплено на 60 тысяч, у нас осталось там немножечко, и мы отложили на этот год. Дальше. И вот смотрите, список, мы поставили план 70 детей в этом году, да. Думали, в следующем году, ладно, окей, будет 100, но мы сделали, та-дам! У нас список, мы нашли 101 ребенка, значит, у нас список вырос с 55 до 101. И знаете, самое интересное, когда я начала смотреть, сколько же семей нужно будет объездить, я только тогда посчитала количество семей и поняла, что их 33. О чем вам это говорит? Да. Я такая, как? А потом смотрю, а в прошлом году 21. То есть я финансист, я как-то замечаю, да, на цифры 21 это совершеннолетие. Ну, какие-то вот такие интересные цифры, 55 детей, 101 ребенок, да, как-то так. В общем, и, значит, из 55 детей мы смотрели еще, знаете, вот списки малообеспеченных, они немножко такие, не совсем понятно, да, некоторые документы там, как сказать,
Ну ладно, не будем об этом говорить. Ну, в общем, какие-то семьи, в общем, мы немножко отодвинули для того, чтобы дать возможность другим семьям. И, значит, из 55 детей в этом году мы оставили в списках 37 детей, и, соответственно, 64 у нас новых детей будет. И среди них тоже будем смотреть, кого оставим на следующий год. Дальше. Каждый ребенок, он получит именно именной подарок, то есть он будет подписан его именем, потому что мы подбираем подарки именно по возрастам, потому что, ну, у нас от рождения до 18 лет, да, и чтобы было всем интересно. Дальше. И вот так вот распределение, сколько взрослых шампуней, сколько детских шампуней, сколько для малышей, сколько игрушек кому. В общем, вот этот весь список полностью расписали. Очень удобно так закупаться, да. И, значит, вот очень было интересно, что, знаете, есть Черная пятница, и она как раз-таки вот в этот период, когда нам нужно. И сейчас идет скидка 30%, что было прям просто вау, да. И когда я закупалась, все думали, у нее что там, свой магазин в деревне или что. А потом, пока мы выбираем, там тележки же полные, люди подходят и начинают смотреть, думают, что это тележки на продажу. Ну, то есть это было очень интересно наблюдать. Ага, все так. И вот тоже такие развивающие, максимально развивающие из того, что мы могли найти. На все возраста тоже мы подобрали. Дальше. И вот самый главный мой помощник, я не знаю, как бы вот в этом году я просто оценила. В прошлом году она видела, как я это делаю, и в этом году мне надо было просто говорить количество. Она уже знала даже в хозмаркете, что где находится, да, в Артланде, что где находится. И прям я говорю, вот для детей такого-то возраста мне нужно столько штук. И она такая, окей, и все, и она вот корзинки собирала прям. И для меня, как для мамы, да, очень классно. Вот я прям почувствовала, очень мне было ценно, потому что мой ребенок разделяет то, что я делаю, и прямо со всей душой вкладывается. То есть она думала о каждом ребенке, да, чтобы ему было интересно, и очень здорово. То есть меня это прям так наполнило, и я решила все-таки фотографии тоже включить, поделиться этой эмоцией. Так, и да, в этом году сейчас у нас собрано 112 тысяч. Они собрались очень быстро, и даже дочка говорит, мама, говорит, а почему ты так быстро собрала эту сумму? Она помнит, как в прошлом году я там везде там трубила, говорила, да? Вот. И в этом году она очень быстро собралась, что вы даже сами заметили, что я в группу буквально пару раз кинула, да, по поводу сбора. Вот. Социальные сети, конечно, очень хорошо работают. Значит, потрачено 74 тысячи, осталось 38, но там еще нужно докупить дальше. Значит, у нас в этом году тоже будут Библии, тоже пожертвования. Также у нас будут тоже сладости. Это тоже очень, ну, хороший там доля как бы бюджета, да, так скажем. Это очень хорошая помощь. Также у нас так мило, что будут детские футболки и носочки. То есть мы их тоже там разложим, да, кому достанется. И, значит, ну, в магазине на такое большое количество даже не все есть в наличии, да, вот что нам пришлось заказать, нам привезут со склада, надо будет выкупить, 65 пластилинов еще нужно, это, ну, на возраста с 4 до 14, это мне доча подсказала, я-то хотела всем купить, она говорит, зачем малышам и зачем тем, кому с 15 до 18, ну, ей же 15, она знает, я такая, окей, экономия, вот, и, значит, нужно купить нам еще пакетики, вот проблема оказалась, представляете, в прошлом году мандаринки приобрели вообще без проблем. В этом году у них нет. А такого размера я найти не могу. Поэтому если у кого есть, не знаю, где-то вы там, ну, покупаете или знаете, скажите, пожалуйста. Потому что я купила за 66 рублей, а в хозмаркете они размером меньше и стоят больше 100 рублей. Поэтому я не стала пока покупать. Даже со скидкой 30%. Вот, будут пригласительные. У нас будет мероприятие, о котором дальше, ну, расскажут, да. И дальше... Вот, нам нужна будет помощь в развозе, то есть 33 семьи. Вот, у кого есть возможность, пожалуйста, напишите в личку. У нас есть группа, где, ну, кто хочет участвовать, я вас добавлю, и мы будем как-то так организационно там общаться для того, чтобы развести все эти подарки. Нам нужно будет развести 16-17 для того, чтобы включить, передать им пригласительные на наше мероприятие. Все, спасибо за внимание. На этом все. Слава Богу. Еще у нас есть объявление, ну, вернее, скажите,
благое дело, да, и вообще классно и за отчет и так далее. У нас просто так много всего, и я боюсь, что мы не успеем, чтобы вас сильно не задерживать. Вот. Вы также знаете, что, ну, вот сейчас Олег Иванович расскажет сам, наверное, поделится об этом. Просто я бы хотел сказать буквально пару слов перед этим. Вы знаете, что церковь, она призвана для чего вообще? У церкви есть одно великое поручение. Идите и научите все народы. Да? Это то, к чему мы призваны. Вот любая деятельность, вот благотворительность и так далее, это здорово, это замечательно, это классно, но это не главная наша задача, в том числе, я не умаляю этого, мы призваны творить добро, и написано, что истинное благочестие – это что? Смотреть за сиротами и вдовами. Например, да, и здесь просто дети в трудной жизненной ситуации, и вы знаете, почему мы их выбрали, потому что раньше мы, например, помогали детдомам, ну, как бы где сироты, но практика показывает, что вот сейчас государство, оно очень хорошо заботится о сиротах и в материальном плане. И вот там тем сиротам им в материальном плане ну, особо ничего не нужно. То, что им нужно, это внимание и любовь, им нужно общение. Как бы, да? Но у нас вот здесь рядом есть семьи, где дети, они не сироты и не вдовы, но вот как Мария рассказывала, знаете, они зубные щетки с пастой радуются. То есть, ну, вот кто ездил, условия такие бывают, что ты когда живешь и тебе все хорошо, ты даже и не подозреваешь, что у нас, ну, люди могут так жить. Вот. И они действительно нуждаются в этом, и поэтому мы делаем. Но помимо всего этого, великое поручение, идите научите. Вот вы знаете, церковь, она призвана совершать миссионерскую работу. То есть говорить о Евангелии, насаждать новые церкви. И в конечном итоге, знаете, так много говорилось, если церковь, она не занимается этим, она упускает вообще то великое поручение, то, к чему она призвана, то, ради чего она создается. Я верю, что да, есть такой этап, когда церковь, она должна становиться, знаете, это как младенец. Когда ребенок, он маленький, он не может, от него нельзя ожидать каких-то великих свершений и задач. Пока ребенок маленький, у него задача это кушать и расти, набираться сил, мышечную массу набирать, мудрости получать и так далее. Церковь то же самое. Есть какой-то период, когда она набирается мышечной массы, она растет. Просто если там всего 3 человека, и она начинает заниматься миссионерской деятельностью, ну, я вам скажу, чем это кончится. Через полгода они либо все умрут, либо если они не умрут, они разочаруются, они выгорят и так далее, и так далее, и так далее. Но вот я верю, что сейчас Бог, Он нас ведет, у нас есть вот наш новый этап. Знаете, у нас вот ребята, у нас есть люди, кто вот там Светлана, и до этого мы постоянно пытались и ездили, но в силу определенных постоянно причин, знаете, не было какой-то вот постоянности, последовательности. Я верю, что у нас вот сейчас начинается новый этап, у нас ребята, мы приняли решение, что мы будем раз в месяц как минимум посещать вот как бы Вилюйск и, ну, Господь даст, если Бердигистях может быть. Может быть, будут еще какие-то поселки. И вот уже ребята 2 раза ездили, 2 месяца, да, как бы, и вот Олег Иванович сейчас поделится, ну, последняя поездка была у них недавно, в прошлое воскресенье, он расскажет. Слава Богу! Аллилуйя! Слава Богу! Огромное спасибо вам за ваши молитвы, за ваше даяние, потому что это очень-очень важно. Это очень важно. Потому что Бог, Он ищет людей верных, у тех, которые сердце предано, сердце, которое слышит Бога. И я бы хотел бы сегодня вот немного рассказать об этой поездке, потому что вот это великое поручение Иисуса Христа просто так делать невозможно, если это не горит в сердце. И я хочу, чтобы в действительности в церкви люди, они могли присоединиться к этому служению. И особенно молодые люди, которые могли бы услышать и откликнуться к этому, потому что нам уже за 60, и мы должны передавать эстафету. И я хотел бы, можно на экран, мы ездили в Вилюйск, и это было чудесное, хорошее время, знаете. Когда мы ездим на миссию, это всегда так радостно, это всегда так весело, это всегда, знаете, какие-то приключения в этом пути. Можно, да, видео включить? И мы ездили уже 2 раза в Вилюйск, и, знаете, они настолько открыты, они просто хотят, знаете, чтобы мы ездили, они хотят Бога, жаждет. Там есть группа,
их, наверное, человек 30, может, их еще больше, но их человек по 30 где-то приходило. Вот это пастор Прокопий там, чтобы вы могли знать, он там уже вот служит несколько лет. Вот до этого вот Захар был, если вот смотреть справа, он второй во ряду стоит, он там был. И вот мы это ездили в первую поездку, вот этот раз мы ездили. И знаете, они настолько открыты, они настолько жаждут, они Бога настолько любят, и они просто ждут, и они настолько радуются. И слава Богу, что есть посвященные люди, вот этот Прокопий со своей женой, и у него верная жена, вот она также стоит справа, если вот Евдокия, она вот тоже в Бердикисяской церкви, она там прославление пела, потом они познакомились с Прокопием, переехала в Вилюйск, и они служат там вместе. Вот. И хотелось бы, чтобы в действительности вся церковь участвовала. Это великое поручение Иисуса Христа о том, что вот пастор Алексей говорит. Это так здорово, когда это есть сердце пастора. Это очень важно. Чтобы мы вышли из стен и в церкви могли проповедовать, нести Евангелие. Это в простоте. Знаете, там есть даже вот молодые люди. Вот парень вот этот очень открыт Богу. Может, кто-то из вас знаете, вот здесь и сестры некоторые учились. Здесь, когда было богословское учение. Вот. Этот парень, он тоже из мест лишения, но он настолько открыт и стремится к Богу. И Бог к нему так сильно прикасался, очень сильно. И Бог, знаете, когда мы находимся на миссии, Бог так сильно действует, знаете, слезы просто наворачиваются. Когда ты видишь этих людей, которые в нужде живут, которые хотят исцеления, которые хотят освобождения. И можно мы тогда вот включим, на этом будем заканчивать. И я хотел бы, чтобы ваше сердце, оно было открыто прежде всего Богу. Вы молились Богу и сказали: Бог, я хочу участвовать в этом служении, я хочу участвовать в молитве, я хочу поехать, знаете, в это приключение. Знаете, в дороге это действительно, это общение, оно настолько веселое, оно не такое какое-то вот религиозное, оно веселое. Мы друг друга познаем, узнаем, молимся друг за друга. Можно, да? И вот я заканчиваю на этом, и мы включим клип, и они, этот ролик маленький, там они прославляют. Знаете, это так настолько сильно, они на баяне играет брат, и поют там вдвоем, втроем, иногда, может, один выходит, поют, но это так сильно касается. Просто Бог накрывает, знаете, слезы, знаете, они просто, это, неописуемо. Можно, да, включить ролик? И мы тогда... Вот, слава Богу. Давайте воздадим славу Богу. Аллилуйя. Слава Богу. Я тогда передаю микрофон Алексею. Огромное спасибо вам. Да, слава Богу за все. И немаловажная часть служения – это десятины пожертвования. Если вы первый раз в церкви и вы не понимаете, что происходит, я прошу вас, не переживайте, не беспокойтесь, но ни для кого не секрет, что церковь, она существует на пожертвования и десятины, которые мы даем. Деньги идут в том числе на это. Вы знаете, что, конечно, можно было бы братьев просто сказать: давайте вы ездите. Я бы даже сказал, ездите каждую неделю, если вы еще сами оплачивать это будете. Но вы понимаете, да, что за бензин нужно платить, машины нужно утеплять, им нужно где-то жить. И я не побоюсь этого слова, им даже есть надо еще, знаете, они не только Духом Святым питаются, поэтому, церковь, она, конечно же, участвует в этом. То есть они ездят, за счет церкви, церковь, она это оплачивает, и ваши деньги в том числе идут на это. Вот. Плюс, как я уже сказал, осветительные приборы нам тоже нужны. Я вам скажу, что свет очень хорошо развивается, и он стоит не так дорого, как звук, потому что звук, как, не знаю, какая-то консервативная вещь, он вроде бы неосязаемый, но стоит прям дорого. Вот. А со светом, спасибо большое за китайцев, которые у нас не так далеко.
как бы, да, и, ну, можно найти замены, так скажем. Вот. Поэтому я ободряю вас, да, если вы знаете, зачем и почему, пусть Господь благословит вас. Не вставайте, я коротко помолюсь, хорошо? И передам слово. Господь, я благодарю Тебя за каждого человека, который когда-либо давал вообще хоть что-то жертвовал в нашей церкви. Я прошу Тебя, Господи, благослови их семьи, благослови, как я их благословляю сейчас, Господи. Пусть ни в чем не будут нуждаться. Я провозглашаю, что будет процветание не только в сфере денег, но вообще по жизни. В каждой сфере, Господь, в духовной. И я прошу Тебя, Господи, чтобы было процветание в сфере отношений. Семьи, дети, Господи. Во имя Иисуса, пусть будет так. Аминь. Хорошо. Прежде чем я передам слово, у нас сегодня будет проповедовать Любовь Николаевна, я хочу сделать такой небольшой анонс на следующее воскресенье. Мы обычно этого не делаем, вы знаете, чтобы, я не верю, что человек, что мы должны как-то культивировать, знаете, такое, чтобы люди ходили на человека, на проповедника. Потому что вот лично меня Бог уличал в таком вот, знаете, обличал, вернее, так скажем. Помните, я как-то приводил такой пример, когда вот мы были в Казани, на Силахе, и, то есть это большой лагерь, 1000 человек, и там 5 дней, всю неделю как бы живешь в палатках, и там усиленная молитва, и постоянно разбор слова, и есть какие-то семинары, и по 10 человек делишься, и в группах потом все это дело обсуждаешь. И, как правило, если ты на семинаре сидишь где-то, кто рядом с тобой, они с тобой будут потом обсуждать. Я вот как-то сижу на полянке, и такое слово, и так, знаете, и вокруг меня одни бабушки. В смысле, совсем бабушки. Причем приехали с какой-то глубинки откуда-то там, там со всей России, с центральной, откуда-то с Поволжья. А рядом сидят, вот там лидер прославления Сергей Мачин. И вот все, понимаете, меня так прям подмывает, немножечко подвинуться, туда перебежать, потому что, мне с Сергеем гораздо приятнее общаться, чем с бабушками. И Бог мне говорит, я могу послужить через любого. Что вот останься здесь, не выбирай никуда. Знаете, меня вообще просто приплюснуло. И слава Богу, через этих бабушек, знаете, Бог он послужил и открылся совсем с другой стороны. Поэтому никогда не пренебрегай никаким человеком, ты не знаешь вообще. Знаете, это может быть какой-то человек, и ты думаешь, что он, а Бог через него тебе послужит. И как никто другой, потому что каждый человек, он открывает Бога совершенно с неожиданной стороны. Мы все разные, мы не можем быть такие, как Бог, который всемогущий, всеобъемлющий, и мы отражаем какой-то узкий спектр Его славы в своей жизни. И каждый человек отражает какой-то отдельный, свой, уникальный. Поэтому, но здесь я хочу сделать анонс. Почему? Потому что этот человек уезжает из России, и неизвестно, приедет или не приедет, будет, не будет. Это пастор Солидат, она с Филиппин. Больше 20 лет она прожила в Гонконге, там вела церковь. Сейчас уже лет 9 она 9 живет в Якутске. И как бы вполне возможно она уедет. Мы давно планировали, у нее просто есть мощное свидетельство, и она будет в следующее воскресенье у нас здесь, если не будет какого-то форс-мажора прямо. Мы планируем, по крайней мере. Поэтому добро пожаловать. И также, это будет 3 у нас, да, там не за горами 14 декабря, я сразу как бы хочу вам сказать, что у нас будет епископ Андрей Манжусов нашего союза, наш епископ, с 14 декабря по 21. Поэтому, если у вас есть какие-то планы, можете их подвинуть, запланировать тоже. Мы также будем проводить, наверное, в пятницу, здесь молитвенное, попросим, чтобы он помолился за людей, может быть, будет какое-то вводное слово. 2 собрания в субботу. Если вы можете, в 11 начнем, в час закончим, с часу до 2 здесь пообедаем, в 2 часа сразу 2 и воскресное собрание. Все. Также можно будет, наверное, если вы хотите пообщаться, какие-то консультации, наверное, это возможно сделать, но нужно как бы заранее, хорошо? Потому что мы не хотим его, с другой стороны, знаете, совсем отжать, как лимон, чтобы он отсюда уехал. Потому что, вы сами все понимаете, да? Как бы общение с людьми, оно всегда тоже очень энергозатратно.
когда ты сопереживаешь человеку, знаете, ты какие-то душевные, духовные силы в это отдаешь. Вот. Но, тем не менее, если вы хотите, вот, Светлана, можно тебя попросить? Вы можете вот к Светлане Васильевой обратиться, если у вас прямо есть вот какая-то, если вам Бог говорит. Если вы хотите просто поговорить, и вы уже 10 раз разговаривали, получали ответ на свой вопрос, ну, может быть, вам и не надо. Хорошо? Но, тем не менее, мы... Дмитрий Петрович, спасибо. Я всегда себя чувствую как-то не очень ловко, как бы, когда Дмитрий Петрович, да? Ну да, ну, в смысле, я тоже как бы, да. Ну вот, все, а теперь давайте поприветствуем Любовь Николаевну, она поделится словом сегодня. Добрый день, драгоценная церковь. Рада всех вас приветствовать сегодня. И пойдем в слово. Последние 3 мои проповеди, они были посвящены изучению чего? Заповедей блаженств. Мы уже прошли 6 из 9 заповедей, и надеюсь, что кое-что полезное для себя мы вынесли из этого учения нашего Господа. Напомню, что речь в 5 главе Евангелия от Матфея не идет о привычном, мирском, человеческом понимании счастья. То есть речь не о состоянии полного удовлетворения, когда человек все, что ему нужно, все, что нужно в его жизни, что желает его душа, он уже имеет. Не об этом была речь. Царь Соломон имел все, что он только желал. Бог даровал ему что? Великую мудрость. И он даровал ему несметные богатства. Богаче его никогда никто не был. И он мог себе позволить испытать в жизни больше, чем любой другой человек. И он убедился, что все земные богатства по своей природе не могут удовлетворить человека и не способны сделать человека счастливым. И если от них ожидать счастья, то результатом будет разочарование и томление духа. Соломон пришел к выводу, что погоня за таким счастьем – это суета-сует. Совершенно верно. Такое счастье, оно несовершенное. Ведь любой сбой, любой недостаток, нарушение в привычном порядке вещей, нарушение отношений – это все ведь очень тонкие грани. Легко выводит человека из состояния комфорта, состояния блаженства. И радость, она улетает так же быстро, как и приходят проблемы. В Нагорной проповеди речь идет о другом состоянии счастья. Счастье как правильной позиции перед Богом. В сознательном выборе человеком того, что угодно Богу, что приятно Его сердцу и что приносит таким образом довольство и радость Богу прежде всего. Мы, драгоценные, с вами сотворены для Бога. И смысл человеческой жизни заключается в том, чтобы позволить Богу воплотить Его замыслы, как нашего Творца через нас. Согласны? Слово Божье говорит: «Блажен народ, у которого Господь есть Бог». Это в Псалме 143. Скажите, разве все, кто уверовал в Иисуса Христа как Господа и Спасителя, автоматически стали жить как в раю? То есть в полном обеспечении, безопасно, радостно? Увы, мы этого не видим ни в Библии, вспоминаем наших апостолов, да, ни в истории христианства, ни в своей личной жизни. Но мы твердо знаем, что если мы делаем то, что угодно Творцу, то, несомненно, будем иметь утешение и похвалу от Него, и будем иметь великую награду от Него. Бог в долгу драгоценный никогда не останется. Вот такой вариант счастья, как правильное положение перед Богом, не оказывает никакого влияния все перипетии жизни. Ни печаль, ни потеря, ни боль, ни страдание. То есть такое счастье, а соответственно такая радость
не подвержены никакому влиянию извне. Слово «блаженный», это слово «макариос», мы уже его разбирали, означает и счастье, и означает также радость. Счастье без радости не бывает, и радость ведет к счастью. Четвертую, итоговую часть заповеди блаженств мы с вами рассмотрим в другой раз. А сегодня я хочу осветить одну неотъемлемую и видимую часть счастливого человека. Как вы уже догадались, речь пойдет о радости. И тема сегодняшней проповеди – совершенная радость. А подтолкнул меня углубиться в эту тему. Кто догадается, как вы думаете, кто? Танюша, кто? Пастор Иши Марвах. Пастор Алексей в прошлое воскресенье углубился в чувство вины, а я сегодня в чувство радости. Каждый вынес что-то для себя, и это здорово. Пастор Иши очень позитивный человек. Он все время, особенно в вечернее служение 1-10 ноября, старался поднять у нас бодрый дух, смешил разными историями, интересными высказываниями, уже некоторые вспоминают и смеются, своей артистичностью. Некоторые из нас сказали так, что мышцы заболели на лице, на щеках от смеха. Зачем он это делал? В чем смысл? Пастор же не клоун, и пастор не юморист. И его роль совершенно другая – донести до народа Божьего Слова, правильно? Так вот, пастор Иши и доносил до нас таким практическим образом Слово Божье о радости. Мне особенно понравилось его выражение. Какое? Кисломордые Царство Божьего не наследуют. Ну-ка, улыбнулись, здесь нет кисломордых. Слава Богу, все улыбаются. Теперь, если я хочу поднять себе настроение, то вспоминаю эту фразу и смеюсь, прям хохочу, вы знаете. Вот. Возьмите себе также на заметку, не только как серьезное предупреждение, чтобы не войти в Царство Божье, да, из-за этого, за своей такой печали, но и как повод посмеяться над собой, дорогие. А почему люди с недовольным выражением лица, названные Риши кисломордыми, не наследуют Царства Божьего? Да потому что радость – это неотъемлемая часть, составная часть Царства Божьего. Если нет радости в человеке, то может означать, что он не живет в Царстве Божьем. Вы понимаете, это серьезный вопрос. Вспоминаю одну историю, которая произошла, вы знаете, уже более 10 лет назад. После долгожданной конференции у меня на сердце было пусто. И я даже огорчилась, что слово, сказано приглашенным пастором, не оправдало моих ожиданий. Так как никакого откровения я не получила, хотя внимательно слушала пастора, открыв рот 3 дня, все ждала. С первого дня все пошло как-то не так, как я себе представляла. Мне даже показалось, что пастор приехал, не подготовившись к конференции. И меня мучил вопрос, почему Бог допустил такую ситуацию? Ведь Он хорошо знал, в чем нуждается церковь, в чем нуждаюсь я больше всего в этот период. Я не могла поверить и принять, что Отец мог оставить нас без назидания. Просто с моей стороны было полное недопонимание ситуации. Единственное, что меня зацепило, так это поведение этого спикера конференции. Он был жизнерадостным. Очень много смеялся, и смеялся искренне, от души. Собственно, пастор Иши делал то же самое. И вот когда я стала ревностно и неотступно искать ответ у Бога, и Господь мне скоро ответил и дал мне то, чего мне не хватало – откровение о радости. Бог прислал нам человека, который воплощал в себе плод Духа, а именно радость. Он не говорил вообще ни слова о радости. Он являл собой пример того, как это проявляется, если она, эта радость, есть в сердце. Я тогда решила открыть симфонию и посчитать все производные от слова «радость». Их оказалось в Священном Писании 358 слов. Из них в повелительном наклонении, то есть «радуйтесь» и тому доля, 37 раз. Как бы так, внушает, не один раз. Открываем Писание, Римлянам 14 глава, 17 стиха. Вы его все знаете, это золотой стих. «Ибо Царствие Божье не пища и питье,
но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Драгоценные, как вы понимаете, 17 стих. Царство Божие не сводится к питью и еде. Оно выражается в праведной жизни, в мире и радости, которые дарует Святой Дух. 18 стих написано: «Кто живет таким образом, да, тот служит Христу и угождает Богу, и его уважают люди». То есть, если человек служит тем, что показывает другим пример, как жить праведной жизнью, как жить практически по Слову Божьему, как жить, не теряя мир в сердце ни при каких обстоятельствах, как жить в радости, несмотря ни на что, то тогда такая жизнь служит к назиданию людей. То есть будет она им полезной и поучительной, да, для других. И такой человек будет, что написано, угоден Богу, и он достоин одобрения у людей. Аминь. Итак, угодный Богу человек, тот, кто живет праведной жизнью, сохраняет в сердце мир и радость. Радость драгоценная. Такой человек является благословением для окружающих его людей. Он и есть живое Евангелие. Ведь люди, глядя на такого человека, на его жизнь, могут пожелать узнать того, кто в нем, возревновать о близком знакомстве с тем, кто может, да, так изменять человека, может ежедневно наполнять его жизнь силой Духа Святого, давать ему мир и радость. Мир и радость – это крайне дефицитные характеристики в наше неспокойное время. И чем больше будет этот мир трясти, а его чем ближе, да, второму приходу Иисуса, тем больше будет трясти. И чем больше будешь штормить в этом мире, тем больше такое состояние будет дефицитнее. И тем ценнее оно будет в глазах Божьих. И тем больше люди будут этого искать. Радость, которая приходит от Господа, как мы уже уточнили, не зависит от обстоятельств. И в трудные времена она проявляется с особой силой. Сколько мы слышали с вами чудесных свидетельств. Да многие из вас и сами, я в том числе, не исключение, проходя долиной смертной тени, когда в минуты безысходности, минуты горя, отчаяния, Бог сверхъестественно наполнял сердце своим миром и радостью. И вместо того, чтобы плакать, рыдать, причитать, впасть в депрессию, а для этого ведь есть действительно такие обстоятельства жизненные, что люди делают? Люди поют песни хвалы. Люди продолжают следовать за Богом, храня в своих сердцах мир и радость. То есть таким образом верующие поступают по Слову Божьему и следуют указанию Господа. Давайте прочитаем одно из таких указаний – радоваться. Открываем Евангелие от Матфея, 5 глава, 11-12 стих. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить на меня. Радуйтесь и веселитесь. Угу. Ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Чему радоваться? Драгоценные, чему радоваться? Радоваться тому, что ожидает награда за все гонения и притеснения за имя Господа. Если мы смотрим вперед, в будущее, верим в те обетования, которые Бог нам дал, то радость наша в нас пребудет в любых испытаниях. Евангелист Лука также отмечает, что радость не могут дать временные победы. Настоящая радость в нас может быть только тогда, когда мы знаем, имеем откровение, кто наш Отец, кто мы, и что наши имена записаны где? В книге жизни. Давайте откроем, прочитаем это место. Луки, 10 глава, 20 стих. «Однако же тому радуйтесь, что духи, однако же тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Апостол Павел дает Коринфянам рецепт,
как достичь того, чтобы быть всегда с Господом, в Его присутствием. И одна из составляющих этого рецепта, вы уже догадались, что? Радость, конечно. 2 Коринфянам 13 глава, с 11 стиха. «Впрочем, братья, радуйтесь». Видите, на первом месте. Радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами. Хотим, чтобы Бог был с нами? Надо радоваться. Кисломордым, а значит, к чем-то недовольным, а значит, неблагодарным, а значит, сомневающимся в Божьих обетованиях и величии Творца, Бог не благоволит, дорогие. Улыбаемся. Улыбаемся. Радоваться – это та часть, которая зависит от нас. Мы должны принять с вами решение повиноваться Слову Божьему. А Слово Божье велит нам радоваться как часто? Всегда, аминь, драгоценные, всегда. Филиппийцам 4:4. Прям повесьте себе где-нибудь на холодильнике. Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Не иногда радуйтесь, да, но всегда. Для этого не нужна причина. Царь Давид в своих псалмах также призывает неоднократно радоваться в Господе. Псалом 96:12. «Радуйтесь, праведные, о Господе, и славьте память святыни Его». Нам надо всегда помнить, что сделал для нас Господь и как Бог любит нас. Он приготовил на небесах для любящих Его и соблюдающих заповеди Его то, что мы даже можем себе представить. Но по жизненному опыту мы все хорошо знаем, что сиюминутные, земные, жизненные неприятности легко могут нас отвлечь от горнего. Могут. И мы в сердце периодически впускаем грусть и печаль, которые вытесняют радость. Заставить себя постоянно думать о награде и о жизни в вечности, и от этого радоваться очень сложно. Мысли все равно будут переключаться на решение вопросов, которые ставит жизнь здесь и сейчас, пока мы живем на земле. Верно? Конечно, зная, что Господь приготовил для нас выход из любой жизненной ситуации, и осознавая, что бы ни произошло в нашей жизни, оно ничто по сравнению с вечностью с Господом, человек, конечно же, такой не позволит себе впадать в панику, в депрессию и гораздо быстрее справиться с любыми происками судьбы. Но если мы только изображаем радость, натягиваем маски с улыбкой на лицо, тогда, когда в это время сердце наше беспокойство есть, то такая радость, она легко может развеяться, как дым от любого непредвиденного, нежелательного соприкосновения с внешним миром. Ну, например, пришли в церковь, радостные, с кем-то общаетесь, и тут кто-то так небрежно толкнул. Не заметил вас, красивую. Толкнул. И знаете, и на лице появилось вот то выражение, которое чем наполнено сердце. Истинное выражение появилось на лице. Вы знаете, а почему это? Почему так происходит? Смотрите. Когда мы искренне улыбаемся от того, что наше сердце переполнено радостью, да, действительно переполнено радостью, то вот такой толчок вас никак не отвлечет. И радость эту у вас не заберет. Вот представьте себе, что та же самая ситуация. Вы пришли в церковь, радостные, рассказываете кому-то. Представляешь, я вчера выиграл 2 миллиона рублей. Неожиданно. Розыгрыш был, и я выиграл 2 миллиона людей. В этот момент кто-то так даже небрежно толкает тебя и наступает тебе на ногу. Сильно вы огорчитесь? Да это такая мелочь по сравнению с той радостью, которая в вашем сердце. Да вы его великодушно простите и скажете: слушай, друг, у меня такая радость, делюсь с тобой. Да? Это все мелочи жизни. Вот, драгоценные. Потому что слишком велика радость у нас в тот момент, чтобы ей вот так взять и выйти из нас. Но Божья радость куда больше, чем известие о временных земных успехах, удачах, утешениях, победах. Понятно это? Если радость в нашем сердце занимает значимую часть, то ее вытеснить разными мелкими неприятностями просто невозможно. Чем больше радость в нас,
тем труднее ее победить. И если радость станет частью нас, частью нашего характера, если это плод Духа Святого, то ее вообще невозможно будет врагу у нас уворовать. Понимаете? Это наше. Говорят, вот такой радостный человек. Радостный человек. Аллилуйя. Славно же, когда есть такие люди. Чтобы радость запомнила нас доверху, нам всем нужно растворить верой своего сердца обетование Божье, получить откровение, то есть рейма получить о наследии нашем, о вечной жизни с Господом. Как это получить? Как это возможно? Читать драгоценные и размышлять над Словом Божьим, расширять границы познания о Господе, чтобы росла в нас еще больше уверенность Его безграничной любви и благости к нам. И это также приносит радость сердцу. Мы увеличиваем нашу радость, когда ценим то, что делает наш Бог. И когда мы знаем то, что Он может сделать. Радость – это что такое? Это эмоции. Да? Это же эмоции. А эмоции – это результат нашей веры во что-то. Если верим в реальность Божьих обетований, радуемся им. Если верим в ложь дьявола, смотрим на все физическими глазами, а духовные у нас вообще закрыты, печалимся. То есть выбор, куда и как смотреть, опять-таки за кем? За нами. Стив Бакланд, это церковь Вифиль, дал такое определение слова «радоваться». Радоваться – это взбудоражить внутри себя радость, которая там уже есть, драгоценная. Почему она там есть? Дух Христов в нас есть. Это взбудоражит решение, основываясь на вере в обетование Божие, и освежить, и начать провозглашать эти обетования в свой дух и радоваться. То есть учите Слово Божье, золотые стихи и провозглашайте в свой дух. А то, что мы считали своей преградой, начать считать своей ступенькой для подъема вверх. Считать просто новой возможностью. Здорово же? Зачитаем очень известное местописание Аввакума, 3 глава, 17 по 19 стих. Аввакума, пророк. «Хотя бы, что там, не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лоза, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда». Слушайте, когда это? «И тогда я буду радоваться о Господе, веселиться о Боге спасения моего. Господь, Бог, сила моя. Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня». Вы увидели здесь причины для радости пророка Аввакума. В привычном человеческом понимании. Хоть одну назовите. Нет урожая, нет овец, нет скота в загонах. Собственно, это состояние голода и нищеты описано. Аввакум говорит: «Буду радоваться о Господе, веселиться о Боге спасения моего». Именно свое спасение драгоценное пророк возводит на должную высоту. Он на Спасителя взирает. Видите? Бога спасения моего. Он на Спасителя взирает, и потому радуется его сердце. Куда нам нужно смотреть? На Христа. Христа распятого. Мы смотрим на крест. Чем больше негатива вокруг, тем больше нужно прилагать усилий, чтобы разрушить всякую ложь, которая нас атакует. Это не просто драгоценное позитивное мышление. Это прежде всего сфокусирование на Божьих обетованиях. И это хвалебные песни, и это танцы пред Богом, это рукоплескание Ему, это поклоны Ему. Иуда, знаете Иуду, да? Иисус с рода Иуда. Иуда в переводе означает что? Хвала, совершенно верно. Так вот, колено Иуды, то есть хвала, всегда шли первыми, когда еврейский народ шел с ковчегом в пустыне. И также впереди часто шло прославление, впереди войско всего на войну, с вооруженными до зубов, пусть не до зубов тогда были, с вооруженным войском огромным, шла хвала. И что это давало чаще? Мы неоднократно это видим в Писании, что хвалы Господу было часто достаточно, чтобы пришла победа с небес над этим страшным врагом. И воевать не приходилось. Все, хвала. Наша хвала, наша радость – это наша сила драгоценная.
Это наша сила, это выражение нашего доверия Богу, нашей веры в великого, как мы сегодня пели, всемогущего Бога и Его неизменное вечное Слово. Мы призваны всегда радоваться. И в 1 Фессалоникийцам 5:16, так же, как и в Филиппийцам 4 главе, дано нам такое повеление – всегда радоваться. Так как нам научиться всегда радоваться? Как? Ответ есть в Библии. Сейчас мы к нему придем. Радость может быть разной совершенно по силе, да, я имею в виду. Она может быть великой, но она может быть не просто великой, а может быть совершенной. Именно совершенная радость была у нашего Господа Иисуса Христа. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 17 глава, 13 стих. «Ныне же к тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную». Иоанна 15:10. «Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в Его любви». 11. «Сие сказала я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенной. Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Иисус, как источник радости, желает, чтобы Его совершенная радость пребывала и в нас. И в нас. Когда и как это возможно? Смотрим внимательно еще раз на 10 стих. «Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в Его любви». То есть, если мы будем соблюдать заповеди, о чем речь? Любить друг друга, да, тут идет, то пребудем в Божьей любви. И тогда Божья, а не наша, совершенная любовь, и Божья, а не наша, совершенная радость наполнит нас. Другими словами говоря, если соблюдаем заповеди, этим проявляем свою любовь к Господу и таким образом пребываем в Нем, и Он в нас. А значит, вот, как я сказала, и Его любовь, и Его радость в нас. И тогда проявление радости в нас будет драгоценным, естественным, и будет к назиданию других. Подтверждение вышесказанного служит и это местописание. Евреям 1 глава, 9 стих. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости, более соучастников твоих». Так что же такое совершенная радость, как плод Духа Святого? Я хочу вам показать на одном примере, на притче, что оно как-то через притчи легче доходит. А притча о святом Франциске Азийском. Это католический священник, который жил еще в начале XIII века. И этот священник, он дал 3 обета. Обет бедности, обет целомудрия и обет послушания. Франциск преобразил монашество, заменив монаха-отшельника на апостола-миссионера драгоценные, который, уже отрекшись внутренне от мира, остается в мире, чтобы среди него призывать людей к миру и покаянию. В его биографии много пробелов, но много таких народных фантазий, таких, скажем так, благочестивых поэтических вымыслов. Однажды зимой Франциск Азийский шел с братом Львовым, братом, как мы понимаем, да? Брат это во Христе, с братом Львовым из Пирузы, это французская коммуна. Шли они в храм всех святых. И было так холодно, что они дрожали от стужи. Франциск позвал Льва, который шел впереди, и сказал ему: «О, брат Лев, дай Бог, чтобы наши братья подавали по всей земле пример святой жизни. Запиши, однако, что не в этом радость совершенная». Пройдя немного далее, Франциск опять позвал Льва и сказал: «И запиши еще, брат Лев, что если наши братья будут исцелять больных, изгонять бесов, будут делать слепых зрячими или будут воскрешать 4-дневных умерших, запиши, что и в этом не будет радости совершенной». И пройдя еще далее, Франциск сказал Льву: «Запиши еще, брат Лев, если наши братья
если бы наши братья знали все языки, все науки и все писания, если бы они пророчествовали не только про будущее, но знали бы все тайны совести души, запиши, что и в этом нет радости совершенной. Пройдя еще далее, французский опять позвал льва и сказал: и еще запиши, брат Лев, овечка Божия, что если бы мы научились говорить на языках ангельских, если бы узнали течение звезд, и если бы нам открылись все клады земли, и мы познали бы все тайны жизни, птиц, рыб, всех животных, людей, деревьев, камней, вод, запиши, что и это не было бы радостью совершенной. И пройдя еще немного, Франциск опять позвал брата Льва и сказал ему: запиши еще, что если мы бы были такими проповедниками, что обратили бы всех язычников в веру Христа, запиши, что и в этом не было радости совершенной. Тогда брат Лев обратился к Франциску: в чем же, брат Франциск, радость совершенная? И Франциск ответил: а вот в чем. В том, что если когда мы прибудем в вот этот храм всех святых, грязные, мокрые, окоченелые, от холода и голодные, попросимся пустить в нас, а привратник скажет нам: что вы бродите, бродяги, пошатаетесь по свету, соблазняете народ, крадете милостыню у бедных людей, убирайтесь отсюда, и не отворит нам. И если мы тогда не обидимся и со смирением и любовью подумаем, что привратник прав, и мокрые, голодные, холодные, пробудем в снегу и в воде до утра без ропота на привратника, тогда, брат Лев, только тогда будет радость совершенная. Подумайте, поразмышляйте об этой притче. Здесь очень глубокий смысл заложен. И мне эта притча помогла получить откровение совершенной радости. Совершенная радость – это не только в том, чтобы делать дела, которые мы с вами призваны делать. Здесь перечислено: жить святой жизнью, исцелять больных, изгонять бесов, воскрешать мертвых, говорить на их языках, пророчествовать, евангелизировать, иметь мудрость от Бога и иметь великое научное познание в разных областях и так далее. Но в чем-то большем. В чем? Иметь правильное, чистое сердце. То есть помыслы чистые, мотивы правильные, то есть иметь плоды Духа Святого. Нет никакого толку, драгоценное, пахать на ниве Божией, не имея откровения о Господе, о Его небесной любви и благости, не иметь откровения о сыновстве. В этой притче я увидела тот же принцип, который описан в 1 Коринфянам 13 главе. Все великие, добрые дела, сделанные без любви, что? Ничто. Ничто. Взаимосвязь любви с радостью мы уже рассмотрели. Если нет совершенной Божьей любви, то не будет и совершенной в радости. Иметь правильную позицию перед Богом невозможно, не имея правильного, чистого сердца, наполненного любовью. Любовь – это совокупность всех граней плода Духа Святого. В данной притче мы видим яркое проявление смирения и кротости, как плода Духа Святого. Другими словами, видим проявление довольства тем, что человек имеет в своей жизни. Апостол Павел в послании филиппийцам пишет именно о такой радости и о таком довольстве. Филиппийцам 4 глава, с 10 по 13 стих. «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть». Смотрите, научился, значит, этому можно учиться. «Умею жить и в скудости, умею жить в изобилии. Научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатках. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Апостол Павел находится в скорби, и он радуется малейшей помощи. Он научился всему и во всем. Научился быть довольным тем, что у него есть. Жить в скудости,
терпеть голод, терпеть недостаток, все переносить и все преодолевать в Иисусе Христе. Это и есть драгоценное, великое приобретение – быть благочестивым и довольным в действии. В действии, не на словах. Это состояние такого счастья, такой радости, которое невозможно украсть, невозможно забрать силой или обманным путем. Скажу честно о себе. Мне очень не хватает кротости. А кротость в заповедях блаженства, которым проходили, это только третья ступень построения христианского характера. Но это фундамент. Это фундамент. Я недавно вновь споткнулась просто на этой ступени. Хорошо понимаю, что пока не сдам экзамен, не смогу подняться выше. Возможно, поэтому решила не торопиться и не переходить к углублению последних заповедей блаженства, коль с первыми до конца не разобралась. И это слово не стало частью меня. Весь смысл изучения Слова Божьего в чем драгоценное? В чем? В жизни по откровению, а не в знании ради знания. Дорогие, если у ком-то из нас есть недостаток радости, то это может означать, что мы не встретились с Господом. Просто не встретились. В Божьем присутствии есть полнота радости. Еврейские мудрецы, они так говорят: если ты молишься и не радуешься, значит что? Ты не понял, кому ты молишься, перед кем ты стоишь, в чем присутствии находишься. Если стоите с кислыми мордами, сразу себя ловите на мысли, что вы не понимаете, что делаете. Да? Вот, представляете, с кем вы разговариваете. Недостаток радости бывает, когда мы верим в маленького Бога и пытаемся тянуть груз забот на себе. В беспокойстве, драгоценные, нет радости. Кто же-то беспокоится и радуется? Нет, конечно. В страхе нет радости. Нету радости. Религия ограбила нас, христиан, украв у нас радость. Синдром старшего брата есть такой, да? Мы знаем это выражение. Часто проявляется в церкви. Это служение без радости. У старшего брата все было. Он жил в доме отца, имел с ним общение постоянно, видел его, имел власть как господин, имел богатство, но его ничто это не радовало. Почему? Было рабское мышление и незнание сердца отца, незнание своих прав и своего наследия. Давайте мы откроем это местописание, Луки 15 глава с 29 стиха. Но он сказал в ответ отцу, это старший брат, да? Вот я столько лет служу тебе и никогда не приступил приказания твоего. Слушайте, мы приступаем приказание? Приступаем. А он не приступил ни разу приказания твоего. Но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. Он же сказал ему: сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. О том надо было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Не богатству радоваться, не козленку на вертеле, то есть не вкусной пище, а тому, что душа человеческая приобрела мир с Богом и получила спасение таким образом. Евангелизация приносит радость. Сегодня Олег Иванович об этом говорил. Это правда. Знаю это из личного опыта. Если человек принимает Господа, в тот момент не только небеса ликуют, радоваться, но ты сам ликуешь и радуешься. И все твои личные проблемы уходят куда-то. И усталость уходит. Появляются какие-то силы неизвестно откуда. Хочется петь. И переживаешь такое состояние, как будто бы у тебя крылья выросли за спиной. Радость, вот в такие моменты она просто переполняет сердце. Радость, как мы сказали, это и есть наша сила. Давайте мы откроем Неемию, пророк Неемия, 8 глава, 10 стих. «И не печальтесь, потому что радость пред Господом, что это? Подкрепление для вас, сила, радость. Когда мы будем иметь внутри много силы и радости, то люди в мире захотят, чтобы мы находились рядом с ними. Ведь с радостным человеком легко.
И все предпочитают быть подальше от человека, который работник, который постоянно в депрессии, постоянно недовольный, правда же? Кому тянутся к радостному? Дьявол атакует нашу радость, постоянно атакует. И если он заберет у нас радость, он заберет у нас драгоценное и все остальное, что нам принадлежит. Поэтому не отдавайте ничего. И копыта. Псалом 99, 2 стих. «Служите Господу с весельем, идите пред лицо Его с восклицанием. Если мы не радуемся, то мы застряли на каком-то этапе, на каком-то уровне. Ученые давно доказали, что радостное сердце – это хорошее лекарство. Многие излечиваются этим. Сейчас есть специальная наука, послушайте, геотология называется, изучающая влияние смеха на здоровье и самочувствие человека. Смех полезен всем. Всем. Когда мы смеемся, то клетки, которые уничтожают опухоли и вирусы, в том числе и коронавирус, эти клетки в момент радости что делают? Приумножаются. Угу. Они уничтожают эти вирусы, а клеточки радости приумножаются. Смех – отличная зарядка для сердца и легких. Смех помогает расслабить мышцы, которые в напряжении. Смех уменьшает выработку гормонов стресса. Это какие гормоны? Адреналин, кортизон. Смех, наоборот, он высвобождает гормоны счастья, эндорфины. Смех помогает понизить давление, гипертоники, на заметку. Смех укрепляет иммунную систему. Нам так нужно, чтобы не заболеть. Смеемся чаще. Нет абсолютных побочных эффектов у смеха. А вы нашли хоть одно лекарство без побочки? Нету. Вот оно. Вот оно лекарство. Наш Небесный Отец любит посмеяться. И Он это периодически делает и с нами. Просто посылая на нас одно из проявлений Его благодати – радостный смех. Хочу поделиться личными историями, которые произошли со мной уже после того, как я получила откровение о радости. Предыстория. Я не понимала людей, которые могли громко, безудержно смеяться, особенно если было это во время общей молитвы или какого-то служения. Считала, что такие люди не должны нарушать общий порядок, мешать другим верующим, уединяться с Богом. Я не могу сказать, чтобы они меня прям так сильно раздражали. Вот, я относилась к ним терпимо, но все-таки мне как-то это было не очень, скажем так. И вот однажды во время конференции, которую проводил Крис Хорвуд, на меня напал заразительный раскатистый смех. Другое слово просто я не нашла. Не могу подобрать другое. Это случилось вдруг. Раз – и стала смеяться. И я смеялась громко, хохотала на весь зал. И чем дольше я смеялась, тем легче становилось почему-то на моем сердце. Такая неописуемая радость наполнила меня в тот момент. Мысли перестать смеяться приходили ко мне. Но, знаете, я их, к счастью, тогда смогла отогнать. И побыть в этой чудесной атмосфере любви, свободы, радости. Теперь, когда кто-то закатывается заразительным смехом, радуюсь вместе с этим человеком, что он получает свободу и в своей жизни, да? Слава Богу. Второй раз я так смеялась на конференции в Красноярске. Тут кое-кто у нас был и помнит эти моменты. Так что делайте выводы. На конференцию нужно ездить. Хотя бы для того, чтобы посмеяться. Шучу, конечно. Тогда этот необъяснимый, раскатистый, непрерывный, минут на 20-30 смех, не меньше, просто этот смех был вызван пророческим словом, которое было сказано мне лично, и я точно 100% знала, что это ко мне говорит Бог. Я хохотала вот просто до слез и на весь зал. 5000 человек там собралось. Мне было все равно. Смех однозначно улучшает настроение. Приходит радость, пусть и временами. И если мы чаще будем смеяться, то и радость будет чаще проявляться. Она станет частью нашей реакции на события, станет привычкой так реагировать, а значит, частью нашего характера. Высвобождайте свои страхи, высмеивайте свои страхи. Вот так надо правильно сказать. Смейтесь над ложью врага, над его планами. Конфуций так сказал: жаловаться на неприятную вещь – это удваивать зло. Смеяться над ней
– это уничтожать его. Очень мудро. Краткий итог. Совершенная радость – это правильная позиция пред Богом, и плюс это правильное состояние сердца. Чистое сердце наполнено Божьей любовью. Для совершенной радости не нужна причина извне. Она исходит изнутри и проявляется чем драгоценно, запомните, довольством во всем. Почаще улыбайтесь, дорогие, почаще смейтесь, всегда радуйтесь. И давайте мы с вами помолимся. Отец Небесный, благодарим Тебя за слово о радости. И молимся Тебе во имя Господа нашего Иисуса Христа о том, чтобы Ты дал каждому из нас откровение о Твоей совершенной радости, чтобы Ты ежедневно наполнял нас Своей небесной совершенной любовью и смазывал елеем радости наши сердца. Аминь. Слава Богу! Вы знаете, что сегодня у нас последнее воскресенье месяца, и у нас заведено, что по последним воскресеньям мы принимаем хлебопреломление или причастие. И я верю, что Господь, Он ведет в том, чтобы нам делать не раз в месяц, а вообще каждое воскресенье. Знаете, я надеюсь, что мы с сегодняшнего дня будем каждое воскресенье делать это. И краткая история, если кто не знает, вы все знаете, что в тот день, когда Иисус Христос, Он был предан Иудой Искариотом, прежде чем Его распяли, Он совершал трапезу со своими учениками, и Он сказал, что вот это вот вино – это кровь, проливаемая за вас, пейте ее. И хлеб – это тело мое, ломимое за вас, ешьте его. И Он заповедовал делать это для того, чтобы мы вспоминали о Нем, что Он совершил. И церковь больше 2000 лет никогда не переставала это делать, все время совершала. И это одно из великих таинств. И мы сейчас также это будем совершать. И я просто хотел бы вам напомнить, знаете, церковь – это не просто клуб по интересам, это не какое-то сообщество людей ради чего-то. Знаете, без Христа вообще никакого смысла во всем этом нету. В миру есть гораздо более красноречивые люди, которые могут толкать красноречивые речи и говорить правильные слова, и мотивировать лучше, и так далее, и так далее, и так далее. Но вся наша суть, она в Нем. Вы понимаете, без Его крови вообще нет никакого смысла. Товарищи верующие, расходитесь по домам, грубо говоря. Понимаете? Поэтому, когда мы совершаем это, мы принимаем, мы становимся частью, мы провозглашаем, что мы часть Его тела, и мы провозглашаем, что наши братья и сестры, которые вокруг нас, они также являются частью. Вы помните, он говорил, что мы части тела разные, мы разные члены. Кто-то рука, кто-то нога, кто-то глаз, кто-то мозг. И никто не превозносится, потому что глаз не может сказать, что он лучше ноги. Одному без другого плохо. Вот это мы воплощаем. Но прежде всего мы провозглашаем, что не мы такие хорошие. Бог нас простил, Он нас любит, и нам многое принадлежит. Но мы вообще не заслужили. Только через Него, благодаря Его крови, Он выбрал. И мы всегда об этом помним. Аминь. Давайте мы помолимся, осветим, и потом будем делать то, как мы делали последнее время. Я сейчас поясню. То есть мы пройдем, каждый возьмет себе кусочек хлеба, сок. Сразу не выпиваете, возвращаетесь обратно. Не обязательно на свое место, но мы разобьемся по группам 5 человек. 5 максимум. Пусть будет больше групп, но максимум 5 человек. И мы подождем всех, когда все возьмут,
И пока мы ждем, можно познакомиться, если вы не знаете людей. Я даже вас больше ободряю быть в той группе, где вы никого не знаете. И у вас будет возможность познакомиться с людьми, рассказать о себе. Очень важно. Мы возьмем время какое-то. Каждый может чем-то поделиться. И, может быть, мы помолимся друг за друга. Хорошо? Потому что если мы часть одного тела, его тела, члены, они заботятся друг о друге или нет? Рука, она же где нужно поцарапает и где нужно причешет. Да? Нога куда надо дойдет. Поэтому, если мы не будем заботиться о наших здесь, то как мы будем это воплощать? А как ты можешь заботиться, если даже ты не знаешь человека? Ты не знаешь, чем он живет, какие у него проблемы, какие у него заботы. И самое малое, что мы можем сделать, это просто хотя бы помолиться. Аминь. Поэтому еще раз, давайте мы осветим это, возьмем, вернемся на свои места, разобьемся по группам и будем принимать. Отец Небесный, Господи, я благодарю Тебя, мы благодарим Тебя за Твоего Сына Иисуса Христа, который умер за нас, но и воскрес на третий день. Посредством Его крови мы получили исцеление. Посредством Его крови мы получили спасение, Господи. Иисус, мы благодарим Тебя. Мы принимаем этот хлеб, и мы говорим, что это тело Твое, ломимое за нас. Принимаем с благодарностью. И мы освящаем сейчас этот сок и говорим, что это кровь Твоя, которая была пролита за нас. Также принимаем ее, вспоминая Тебе с благодарностью в наших сердцах. И весь Божий народ сказал: аминь. Можно проходить с этого ряда тогда. Еще раз берем и возвращаемся. Если кто-то может, позовите, пожалуйста, детское служение учителей, чтобы они с нами тоже были. Да, пожалуйста, возвращайтесь и делитесь на группы. Можно подвинуть стулья, всяко разно переставить их, чтобы в кружок было как-то, чтобы мы могли. И можно уже начинать общаться. Познакомьтесь с людьми, поговорите. Да, здесь место есть, можно стоя, кому как удобно.
Хорошо, дорогие, давайте мы уж все благословили, все взяли. Давайте будем принимать. Это тело Христово, и это кровь Христа. Только благодаря Ему мы имеем надежду на спасение.